предков есть поверье, что жизнью каждого человека управляет небесная мать Аин-Маин. Она мудро определяет человеческую судьбу. Видимо, она и предсказала нашей героине, Надежде Яковлевне Булатовой, главный смысл ее пути – быть хранительницей родного эвенкийского языка. Мои родители жили в тайге, поэтому я родилась в семье охотника-оленевода Никифорова Якова Николаевича и Матрёны Егоровны. И до 7 лет, конечно, я прожила в тайге. Каждый имеет свои функции, дети в том числе. Уже начиная, допустим, с 5 лет, маленькие дети знают, кто-то делает летом, допустим, дымокуры, ловила оленей, да, помогала доить маме тех же оленей, оленят приучала, привязывала и так далее. То есть там довольно-таки много обязанностей у каждого ребенка, и это уже с самого детства их учат к этому. Затем мама меня научила, она была рукодельница, и я, в принципе, я думаю, что и сейчас, если я захочу что-то вышить, сделать, вырезать, я думаю, что это у меня получится. Летом во время кочевий, вот брата моего забрали в армию, и поэтому вот это, гнать стадо оленей, это стало моей, допустим, обязанностью, да, это мне было всего 12 лет. Вот 12 лет я гнала летом стадо оленей. А зимой мы жили уже как бы не надо было гнать, жили в палатках. Ну, сейчас вот вспоминаешь, казалось бы, тогда таежная жизнь такая сама была по себе, вроде как и надо, да, ну, мерзли, ну, что-то было тяжело, а сейчас вспоминаешь и думаешь, Господи, в каких же условиях наши оленеводы живут до сегодняшнего дня, насколько это тяжелый труд и вообще тяжелая жизнь. Вот я этому сейчас очень удивляюсь. Когда мне исполнилось 7 лет, надо было уже учиться, родители меня повезли прямо на оленях, школа-интернат поселка Якутская Стойба. Там у нас была 7-летняя школа. И вот довольно-таки, мы, наверное, 3-4, если не 5 суток добирались до поселка. Это наше стадо очень далеко располагалось. И, конечно, это было волнительно, но привезли, приехали. И надо сказать, что у родителей, поскольку они были в тайге, у нас даже дома не было. Родители недалеко, за огородом сестры, которая жила в поселке, ставили это палатку где-то примерно, наверное, в километре. И вот там они жили, ночевали, а я уже с интерната бегала к ним. Так меня устроили, началась моя на 7 лет интернатская жизнь. Первый год в интернате, наверное, был самым сложным, самым тяжелым, потому что меня отдали, я не знала русского языка, во-первых, да, другая кухня, родителей нет. И все это, конечно, психологически довольно было сложно. Приучать, привыкать ко всему, ну, жизнь научила, ничего, выжила. В школе, конечно, тогда у нас изучали эвенкийский язык, и чтобы мы скорее выучили русский язык, даже нам как бы запрещали говорить на своем родном языке. Ну, и довольно-таки, наверное, быстро я это освоила, я думаю, к Новому году. Как раз мы сидели за партой, ну, многие, наверное, в Якутии знают Тамару Егоровну Андрееву. Она тогда жила вот в поселке Якутская Стойба. Она была поселковая, поэтому и русский язык знала. Я сидела с ней за партой и говорила, учительница была русская, и говорила, «Кадымаре, нанадингав, ой, как мне надоело, я пойду». Учительница, не понимая, она так сидит, так тихо. Так, уголком, не надо, сиди вроде того, да, дает мне приказ. И я вставала и уходила, потому что дети в тайге все-таки мы приучены какой-то к свободе, и мы не знали вот этого дисциплины. И вот такое было со мной, когда я могла встать, уйти. Довольно-таки таким вольным человеком я была в детстве, и, может быть, от того, что самая младшая в семье, и, так сказать, избалованная, да, но при этом все как бы умела делать, чему нас научила жизнь и родители. В школе все было, конечно, интересно. Это была 7-летняя школа. Была очень довольно-таки жесткая дисциплина. Я помню, что, допустим, каждое утро был такой у нас преподаватель физкультуры Василий Иванович Корнеев. Делали обязательно зарядку. Даже если немножко дождь идет или снег, все равно выстраивались и делали.
И строем там шли в столовую, ели на занятиях, ну как-то так, да, так приучали нас к порядку и дисциплине. Потом, что меня сейчас удивляет, например, уже с высоты моего возраста, я удивляюсь, что все-таки 7 классов, что там, да? Ну, там были нас, которые позже пошли в школу, там 14-15 лет. А мы уже по воскресеньям, нас старшеклассники с 5 по 7, мы готовили сами себе пищу. А баки-то там такие, и поэтому вот приходилось. И мне, я помню, я не любила, когда в меню была манная каша. Потому что манную кашу было тяжело варить. Кто-то вставали на 2 табуретки, один цепит эту кашу, крупу, да, а другой мешает. И все равно комки получались. Мы эти комки вытаскивали вдвоем, выбрасывали там ведро с свиньем и так далее. То есть, и это вот, что там, 14-15 лет, и мы уже готовили. Умели готовить и делали. Прям по меню, я помню, даже суп-харчо, который никому не понравился, а готовили прям по меню, и все расклад. Это тоже многому нас научило, в общем-то, да. И впервые, когда в интернате училась, мы встретилась с тем, что у нас был там свой огород. И надо было сажать. У каждого класса была своя грядка. И когда дали вот эти вот семена, там моркови, да что, ну картошку-то ладно, еще как-то что-то видишь, там какая-то почва, сказали, как посадить чего. А вот то, что маленькие семена, я все время удивлялась, как вот с этого маленького семечка вырастет там морковка или капуста. Но тем не менее все это случилось, все это мы делали, всему этому мы учились. У нас был такой вот огород. Вот. Ну вообще, конечно, дети дружные были. Ну, в общем-то, всякое разное было. Как дети есть дети, и ссоры были, и небольшие перепалки между детьми. Ну, так, хорошо. Школьные годы пролетели незаметно, и встал вопрос, что же делать дальше? Мы в тайге встречали этих геологов. И мне это как-то было интересно. Думаю, надо же, там что-то делают, какие-то у них приборы. Там, я помню, это зонты они бросали, выкидывали, смотрели, измеряли. И я про себя думаю, ну, геологом, наверное, стану. А папа мне говорит, знаешь, жизнь в тайге тяжелая, мы всю жизнь прожили, давай-ка ты иди на учительницу. Ну, так я и решила. Как папа сказал, так я и поехала. Когда кончили 7 классов, мы с подружкой поехали поступать аж в Николаевское на Амуре педучилище. Там я проучилась 4 года, и затем меня направили, раньше же как было, откуда приехал, туда и едешь. Меня направили в Амурскую область, и вот я так попала в поселок Булнакскую школу, где нужен был преподаватель венгерского языка. Меня туда направили, и я так попала вот в Заинский район, поселок Булнак. Там я проработала, это было начало моей трудовой деятельности. Там в школе была очень хорошая, дружная, так, семья, коллектив был, учителей очень хороший, был очень сильный директор, творческий такой. И поэтому как-то те преподаватели, учителя, которые занимались начальные классы, я была учителем начальных классов, как-то очень доброжелательно меня встретили, старались помогать, приглашали меня к себе домой, поскольку я сама же не из Булнака, я там приезжая, как бы, да, так что очень легко, хорошо велась, я им очень благодарна. И поскольку я была молодая, не замужем, не обременена детьми, поэтому я все время свое время отдавала детям. Мы ходили в походы, после уроков всегда чем-то занимались, какими-то играми. И поэтому как-то вот у моих учеников осталось очень доброе. Они вспоминали, когда я там приезжала, потом всегда говорили, ой, как мы это рады, что вы у нас были первой учительницей. Так что вот это был опыт. Но затем судьба Надежды круто изменилась. По направлению Адзейского РАНО она поехала учиться в Ленинградский государственный педагогический институт имени Герцена на отделение народов Крайнего Севера. Ленинград, конечно, очень много дал. Вот когда мы учились, нам повезло. Во-первых, были очень такие доброжелательные, внимательные преподаватели. И в то время, тогда у нас отделение называлось, отделение народов Севера,
был такой негласный, ну как бы, ну закон не закон, но считали, что на нашем отделении должны лекции читать самые ведущие преподаватели университета. И поэтому вот нам в этом смысле повезло. Столько мы нового интересного узнали, имен, ну зарубежной литературы, да. Что мы знали по зарубежной литературе? Конечно, нет ничего. Да даже и русскую литературу, если возьмем. Поэтому, конечно, это очень хорошую базу мне дал мой родной Герценовский университет. Кроме этого, я очень благодарна, что в каждые выходные для студентов-северян устраивались бесплатные экскурсии. В какой-то музей, по городу, какие-то пригороды все, да, мы ездили в Прибалтику, мы ездили, кто хорошо учился, был обмен, мы были в Киеве, тогда обмен студентами, попала я в этот список. Мы были в Прибалтике несколько раз. Потом я была участником ансамбля «Северное сияние». Вот, мы с «Северным сиянием» тоже ездили, выступали в Прибалтику. Это тоже мне много дало. Я познакомилась с культурой других народов. Ну, чех же мы танцевали чукотский танец, да, Норгали, и других народов. У нас была Татьяна Федоровна, легендарная Петрова-Бытова, которая учила нас всех, которая основала многие ансамбли, да, на севере, и Менго, и Иргарон, вот это все, это ее детище, или, допустим, в Авенкие, во всех регионах. Так что Ленинград – это моя духовная, так скажем, база, да, культурная. Если вот вспомнить студенческие годы, что я, допустим, помню до сих пор, как у нас была встреча с канадским писателем Фарлем Уотом. Он писал повести, вот, допустим, «Не кричите, волки» было в иностранной литературе, печаталось, о жизни аборигенов Канады и Америки. Это в основном об индейцах, как они живут, какие у них трудности, сложности в жизни. И довольно-таки они аналогичны, допустим, жизни наших коренных народов, да. И вот была встреча с ними, но поскольку он больше занимался полязиатами, а я тогда была председателем студенческого научного общества, и тогда, значит, меня в эту группу тоже, нас было, наверное, были чукчи в основном, чукчанки, с которыми я училась, и была я из других народов. И вообще это, конечно, внешне был такой вот человек, зашли, ну, во-первых, был инструктаж. Нам говорили, какие вопросы задавать, как нам отвечать, что говорить. В общем, нас напугали, мы сидели, бедные девочки. Это, наверное, было на 2-м курсе, сидели, дрожали. Вошли 2 человека, высокий такой, с рыжей бородой, глаза горят, такой рыжий, совсем то, что для нас в диковинку, да. И такой очень экспрессивный, с таким интересом он на нас смотрел, задавал вопросы. А второй его, значит, переводчик. Ну, в общем, он интересовался нашей жизнью, задавал, как мы живем, чем мы занимаемся, как наши родители живут. Ну, как бы традиционно, да. А потом я помню, как он интересно, он в конце нашей встречи, он стал из своей бороды вырывать волосы и стал нам дарить. Мы так сидим, взяли с девочками, смотрим, что же делать. Ну так незаметно положили. И я потом эти волосы с бороды через несколько лет нашла, вот как была, видимо, в записной книжке. Ну вот, думаю, что я так храню, ну выкинула. Да, ну вот такой. Еще, конечно, то, что были встречи с писателями, с нашими северянами, конечно, это ежегодно. Осенью к нам приходил Юрий Жатхеу, Иван Шесталов тогда жил. Познакомились с Алитетом Нентушкиным, то есть очень многими, Роман Рогин, вот эти все писатели, которые у нас учились в Герценовском, когда приезжали, Михаил Григорьевич Воскобойников всегда устраивал с ними встречи. Еще, конечно же, помню с Евтушенко, Белла Ахмадуллина, кстати, читала свои стихи, казалось, надо же, так это читает. Это сейчас уже понимаешь, а тогда это было в диковинку как-то. Евгений Евтушенко, да, был. Еще кто там, ну, какие-то были очень интересные. Рождественский Роберт читал свои стихи, то есть мы вот видели их воочию, смотрели, и это, конечно, запоминается на всю жизнь. Молодая выпускница института, отлично знающая родной язык,
привлекла внимание педагогов. Меня оставили в Герценовском. Я там проработала и вела преподавание. Лаборантом, старшим лаборантом, вела преподавание венгерского языка. Помогала Михаилу Григорьевичу. Вот. И потом случилось так, что через 3 года, как я поработала, приезжал известный очень алтаист Карл Генрихович Менгес. Он тогда работал в Австралии. И он приезжал в Институт восточных рукописей в Ленинграде и приезжал специально в наш Герценовский вот, заниматься с нашими языками. Он тунгусо-маньчжурскими языками тоже занимался, интересовался. А поскольку это было лето, все были в отпуске, это был где-то, наверное, июнь месяц, то меня вызвали в ректорат и сказали, что я буду курировать его, заниматься, приглашать, кого он захочет, кого возможно. И вот как раз я программу составляла, и вот каждый день с ним 3 дня, наверное, плотной работы, если не больше. И в программе нашей работы, ну, то, что мы непосредственно с ним, конечно, работали, и по языку он собирал, я рассказывала, что, какие по грамматике, по морфологии, какие там суффиксы у нас, что такое, чисто тексты переводили. И в один из дней у нас был поход в Институт языкознания, тогда назывался. И вот я тогда впервые попала в отдел алтайских языков, где работала Вера Ивановна Цинцус, Арас Петрович известный, Клавдия Александровна Новикова, все наши североведы, да, самые главные наши специалисты по нашим языкам. И вот я тогда как раз попала и познакомилась с Верой Ивановной, с Арастом Петровичем, вот, хорошо поговорили. Когда мы пошли в дирекцию, уже общаться и подводить итоги с директором, с ученым секретарем, вдруг Карл Генрихович говорит: вы знаете, вот показывая на меня, что Надежда Яковлевна так хорошо знает язык, подумайте о том, чтобы ее пригласить, найти место в аспирантуру. Ей надо обязательно учиться, использовать ее знания. То есть мне рекомендация получилась так по судьбе, что дал Карл Генрихович Менгес. Когда я поступила в аспирантуру, научным руководителем был Арес Петрович Судник. Он занимался нанайским, мучскими языками. Но больше как бы интересовалась моей работой это Вера Ивановна Цинцус. И когда мне утверждали тему кандидатской диссертации, и вот именно Вера Ивановна сказала: давайте, вот вы хорошо знаете язык, хорошо знаете свой говор, давайте вашу тему будет говоры венков Амурской области. И так я и это утвердили на ученом совете. И начались поездки для сбора материалов. Одно дело знать, а другое дело как бы писать работу на конкретных каких-то материалах. И нужно сказать, что я до этого была как бы разлучена с семьей, то есть средой, когда нужно говорить на родном языке. И я довольно-таки с таким беспокойством в 1976 году поехала первую научную экспедицию в Амурскую область, чтобы собирать эти материалы. Но вот первые свои мои контакты показали, что если то, что с детства заложено, все-таки это никуда не уходит. Я очень быстро все это вспомнила, разговаривала, и у меня никаких таких, мои опасения, слава богу, не оправдались. Тогда еще были живы мои родители, папа и мама, она не приезжали, но я уже тогда не смогла поехать в тайгу, только собирала материалы у своих земляков, и в Бомнак ездила, у Снюгжу, в Зарю, то есть во всех местах, где компактно живут ивенки, я везде ездила и везде собирала материалы. Так у меня получилась работа, которую я защитилась успешно. Небесная мать Аин Маин не обделила свою протеже и женским счастьем. Надежда вышла замуж за хорошего рабочего парня. Мой муж Булатов Виктор Павлович, он был родом из Костромской области. Конечно же, мы там побывали, были, каждое лето туда ездили, родители у него тогда были живы. И очень, наверное, интересный факт, его отец
был еще участником Первой мировой войны. Когда мы дружили, а тогда в Ленинграде на медучилище училась его родная сестренка. Но она, понятное дело, написала матери, что Витя встречается с девушкой, она не русская. А мама совершенно безграмотная женщина, не знаю, там 2 класса у нее было образование или нет. И она пишет, вот жаль, что я это письмо не сохранила, через каждое слово там ошибки и так далее, пишет: «Сынок, да что ж ты в большом таком городе, в Ленинграде, не мог найти русскую, что ли? Она у тебя хоть знает русский язык?» Ну, конечно, вот над этой фразой я посмеялась, и Витя тот же сам. Он говорит: «Ну чего ты, ладно, говорит, ты не обижайся. Откуда же мама знает, кто такой? Вообще слова Венки не знала, да?» Ну, так что встретили, конечно, они настороженно, я не скажу прям там с объятиями, но вполне доброжелательно, особенно его отец. Прожили почти 30 лет, но, к сожалению, он умер. Вот. Я 50 лет осталась вдовой, его не стало. Он работал механиком на Кировском заводе, и в нем было очень хорошее такое мужское начало. У меня сын, ему уже 55 лет в этом году исполнилось. У меня 2 прекрасные, прелестные внучки. Младшая еще учится, но старшая закончила наш Герценовский институт. Мастер спорта по синхронному плаванию, и вот пошла она по этой стезе. Сейчас она сидит дома со 2-й правнучкой. У меня 2 прекрасные правнучки. Вот, и младшая уже кончает в этом году институт, она будет культурологом. Как ее жизнь сложится, не знаю. Но она интересуется, как помимо культурологии, все, она очень любит посещать музеи. Она не пропускает ни одной выставки, и это ее интерес уже со школы заложен. В настоящее время Надежда Яковлевна Булатова – известный эвенкийский ученый-языковед, кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук. Я думаю, по прошествии лет, все-таки прожила я довольно-таки не короткую жизнь, мама у меня и 60 лет не прожила. Я думаю, жизнь моя пусть была сложной, непростой, но она счастливая. Я состоялась, у меня есть хорошая работа, вот, допустим, да, заниматься наукой, писать, изучать наш язык, говоры многочисленные, эти поездки, встречи, знакомства и сбор материала, допустим, с эвенками Китая, да, у меня очень тесно, я больше 20 раз там была, тоже собирала материал, не только как у нас. Какие-то монографии, да, есть, конечно, исследования. Я, наверное, помимо как бы своей работы, есть, опять же, не потому что, ну, это так мне было необходимо, но я вижу просто это необходимость. И многие наши североиды, вот моего возраста, мы вынуждены писать и учебники, да, помогать в школе, и это делаем. И мне это очень нравится, очень интересно, в общем-то, да, участвую в научно-методических конференциях по учебникам. Я много учебников как подготовила, да, как-то считала, в общей сложности вместе с учебниками, с редактированием у меня больше 30 монографий. Ими пользуются. И очень хочется, чтобы появились новые последователи, новые ученики, новые студенты, которые бы очень интересовались и продолжили бы наше это дело во благо наших народов. Я не имею в виду только венков, да, и венов и так далее. И в этом смысле, конечно, очень на это надеюсь. В трудах и заботах Надежда Яковлевна встречает свое 80-летие. Она полна планов, задумок по развитию родного языка. И, конечно же, все у нее получится, ведь она истинная дочь своего народа, для которой главное, чтобы эвенкийский язык звучал в веках.